Знаете, мы сегодня собрались по очень знаменательному поводу. 3 года, как с нами нет Валерии Михайловны Пороховой. Это выдающийся, с моей точки зрения, переводчик Корана. Это человек, который великолепно знал русский язык, и вот свои познания в русском языке, будучи филологом, она перенесла на перевод смыслов Корана. Мне приходилось изучать многие переводы смыслов Корана. Я глубоко уважаю и перевод Аляутдинова, это современный перевод, и переводы, которые были осуществлены в далеком прошлом, Саблукова, Крачковского и многих других, Османова, Кулиева. Они все есть у меня дома, но я очень часто обращаюсь именно к переводу Валерии Михайловны. Почему? Потому что та образная система языка, которая свойственна переводу «Иман» Валерии Пороховой, она проникает глубоко в душу и показывает, насколько близки 3 священных писания, которые Коран рассматривает в качестве 3 посланий человечеству от единого Бога. Это Тора, Таурат, это Новый Завет, Инджил и сам Коран. И мое глубокое убеждение, что человек, который изучает Коран, он должен прежде изучить Тору, потом Новый Завет и следом сам Коран. Потому что многие вещи объяснены именно в 2 предшествующих посланиях, к которым постоянно отсылает Коран. Ну и то, как переведено это Валерией Михайловной, это просто восхищает. Мне самому приходилось делать переводы по базовому образованию. Я лингвист и автор учебников по русскому языку. И, вы знаете, я глубоко убежден, что для того, чтобы переводить с какого-либо языка на другой язык, прежде всего необходимо в совершенстве владеть языком на того языка, на который ты переводишь. А Валерии Михайловне очень повезло, потому что ее супруг араб, сириец. Он имеет происхождение из очень древней богословской семьи. Он впитал, что называется, Коран с молоком своей матери. И вот их совместный труд, потому что Рошд, Мухаммад Аль-Рошд, он является главным редактором перевода смыслов Корана, переводов Пороховой Валерии Михайловны. Их совместный труд и позволил создать, с моей точки зрения, шедевр, который легко запоминается. Я могу приводить наизусть многие строки Корана, многие суры Корана, наизусть воспроизводить. Почему? Потому что они очень легко воспроизводятся, и запоминаются, и воспроизводятся. И сегодня, когда мы собрались почтить ее память, я действительно глубоко убежден в том, что перевод Валерии Михайловны, кто бы как к нему ни относился, он является одним из самых выдающихся творений человеческого разума. Он боговдухновенный. В этом у меня нет никакого сомнения. Сегодня вот прошло уже 3 года, как не стало Валерии Михайловны Пороховой. Сегодня здесь, в штабе «Татар», замечательный вечер. Мы вспомнили про нее, поговорили. Много было хороших слов сказано. Я со своей стороны, вот, наверное, пожалуй, что хочу сказать. Для меня Валерия Михайловна Порохова такой человек, когда один из первых людей, с кем я познакомился, который мне рассказал про ислам, но рассказала про ислам не вот обычно, вот с той стороны, как нам рассказывают в мечетях, да, она рассказала вот, она из семьи русской интеллигенции, да, она из такой дворянской семьи, у нее такое хорошее образование. Она мне рассказала про ислам немножко вот с этой стороны, да, со стороны истории, культуры, образования. Вспомнила бывшие русские традиции, которые существовали в Российской империи по отношению к исламу, да, вспомнила переводы Корана, сделанные Пушкиным, Буниным и так далее. Вот в ней была вот русская изысканность, интеллигентская изысканность
и при этом она была мусульманка. Вот эти две качества, вот эти, да, в ней так гармонично соединялись, было просто очень интересно. С ней всегда было интересно говорить на различные темы, с ней всегда было интересно дискутировать. Она смотрела на ислам, у нее на все было об исламе своя собственная точка зрения. С ней очень было интересно разговаривать. И вот этот вечер, ну, было очень много сказано хороших слов. Нам, к сожалению, не хватает вот таких людей, особенно в нашем вот российском пространстве, да, с российской ментальностью, да, с российской академичностью, с российской интеллигентностью, и при этом, чтобы они были мусульманами или мусульманками. Да. Вот это вот, ну, это очень круто, это очень сильно, когда соединяются вот эти две вещи. Очень желаю, очень хочу, чтобы, ну, еще появлялись такие люди, да, вот очень хочется, да, чтобы это, потому что с такими людьми очень интересно. Ну вот, пожалуй, все, что я могу сказать об этом вечере. Исянница, друзья, здравия, всем салям. Сегодня удивительный день, день памяти нашего учителя Иман Валерии Пороховой. И удивительнейшим образом этот день совпал с 50-летием свадьбы ее с нашим братом Мухаммедом Аль-Роштом, чей род на протяжении многих лет изучает священный Коран. Именно его трепетная, выдающаяся любовь к ней сподвигла Иман Валерию на то, чтобы из глубин замечательного христианства подняться к высотам ислама. Много лет назад, несколько лет назад, когда Иман Валерия ушла, для нас это колоссальная встряска, разумеется, трагедии до сих пор мы не можем пережить. Мною в день ухода было создано сие стихотворение «Учителю в ухода день». Иман Валерия, как много чувств прекрасных, вмиг поднимается в измученной душе при этом имени. В лесном ли шалаше, в Дэште-Кипчакле, в городе вы страстно Всевышнего несли каноны нам. А почему несли? Да и несете. К глубинам православия полеты к исламу вы приблизили. К ногам вы истины смиренно положили великий труд, где русским языком, богаче народ сделав, вы легко каноны мироздания изложили. И русская душа, затрепетав, услышала пророка дивный голос. Без воли Божьей ни единый волос не упадет. Осознанней став, последнего пророка глаз услышав, все говорящие по-русски обрели заветы в отношении земли, что дал через Мухаммеда Всевышний. Аллах Всемилосердный принял душу твою, сестра. Учитель наш Иман, священный, вдохновеннейший Коран, живет в сердцах. Ты научила слушать. Светлой тебе память. Всегда ты в наших сердцах.